ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Что делать с бродячими собаками? Этим вопросом задались в службе общественной приемной главы Коми. Горожане бьют тревогу. Многочисленные жалобы на стаи в 5, 10, 15 и более особей звучат из поселков и самой Ухты. За последние месяцы Добрый город исполнил 2 муниципальных контракта, отловили и чипировали 63 собаки. Безусловно, общая популяция гораздо больше. Некоторые, позвонившие на прямую линию, называли адреса, по которым проблеме со стаями не 1 месяц. Сами люди предлагают варианты, например, установить крышки на мусорные баки. Возможно ли все-таки уменьшить количество кормовой базы, от которой кормятся собаки? А собаки постоянно кормятся на помойках. Люди, которые там, это другое дело. Да. Пускай там занимаются их соседи, там, участковые, это совершенно другой вопрос. Только сытые собаки приносят приплод. То есть, вот, допустим, сука голодная, у нее даже печени нету, пока у нее не будет нормального питания. Управление ЖКХ отвечает, что вопрос рассмотрят. Конкретных сроков и вообще возможно ли это, не оговаривается. В конце апреля будет еще раз разыгран конкурс на контракт по отлову, стерилизации, передержке и выпуску собак. Сумма более 1 200 000 рублей. Сейчас единственный кандидат – Добрый город. Однако деньги исполнитель получает по факту выполнения работ, соответственно, фонду финансов всегда не хватает. На данный момент 3 работника. Это только зарплата 3 работников. Потому что 15 тысяч, вот у нас 15 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч. 3 работника вот, получают эту сумму. Плюс все документы официально, все работники официально оформлены. 48 тысяч в месяц, это только зарплата. Женщина поправляется, что это не считая положенных налогов, а с ними сумму можно умножить на 2 ежемесячно. Содержание одной собаки в месяц – это примерно 10 000 рублей. К тому же 16 апреля приют для собак, а там сейчас их 68, может вновь остаться без электричества. Опять же, нет средств. Серьезная часть денег фонда идет на стерилизацию животных. Цены кусаются: 5000 на взрослую собаку, 1800 на кошку. Соответственно, было бы неплохо сделать какие-то дни с бесплатной процедурой, хотя бы для небогатого населения. Наша станция ветеринарная организовывала какие-то благотворительные дни для стерилизации льготных масс населения. Допустим, бабушки. Вот сердобольные бабушки, которые заводят себе собачку, которые подбирают щеночка, кошечку с улицы, неважно. Но стерилизовать на свою пенсию она ее не может. Что делать со стаями, внятно ответить на вопрос не может никто. Принятый закон о жестоком обращении с животными сильно ограничивает насильственные действия по поводу собак. Республика уже сейчас обращается к федералам с просьбой внести поправки, потому что одной передержки с выпуском не хватает. Люди предлагают воспользоваться опытом других городов. Дело в том, что там стерилизуют собаку, там все прикрепляют, строят трубку, прикрепляют к одному дому, и дом полностью занимается этой собакой. Вот и все. Другой, более или менее внятный вариант – расширение существующего приюта Доброго города, его ремонт. В теории это позволит убрать с улицы, содержать больше животных. Однако такую стройку фонд самостоятельно не потянет. В бюджете на 2019 год на это тоже денег не заложено. Учитывая накал проблемы, возможно, средства все же выделят. Однако принципиальная позиция Доброго города – ни о каком принудительном усыплении животных речь идти не может. Стерилизация и выпуск вкупе с передержкой в нынешнем виде проблему тоже не решают. На сегодня ситуация патовая. Продолжим следить за развитием событий.